Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Альхамдулилля, по милости Аллаха, продолжаем лекции тафсира 30-го джуза. И сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим о суре Фаджр. Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знание, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах увидеть эту награду на наших весах. Дай Аллах, чтобы те знания, к которым мы стремимся, те желания, которые мы находим в себе, они дали нам пользу как в этом мире, так и в ахирате, и свидетельствовали за нас. Сегодня, иншаллах, мы поговорим сура Фаджр, и Аллах субханаху ва та'аля начинает с клятв. Аллах субханаху ва та'аля говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, валь фаджр, ва лаялин ашр, ваш шафхи валь ватр, валь лейли иза яср». Аллах субханаху ва та'аля начинает эту суру с 5 клятв. И как мы уже знаем и раньше говорили, Аллах субханаху ва та'аля, когда Он клянется чем-то, это указывает на величие этой вещи. Аллах субханаху ва та'аля, Он никогда не клянется той вещью, которая занимает какое-то маленькое положение. Если посмотреть, Аллах субханаху ва та'аля начал эту суру «Валь фаджр», клянусь зарей. И мы знаем, заря – это то явление, которое сменяет ночь. И также для мусульман заря, оно занимает очень важное положение. Во-первых, с наступлением истинной зари начинается время утренней молитвы. И мы знаем, как пришло от Аиши радиаллаху анха, 2 ракаата сунны утреннего намаза является лучше, чем весь этот мир. И также мы знаем, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: после утренней молитвы до восхода солнца для мусульман вот это время является самым баракатным, самым благополучным. Из-за этого мы должны стремиться вот это время использовать в благе. И также второе положение, которое связано с зарей, это пост. То есть мусульманин, он, когда делает сухур, когда он с утра кушает, он должен закончить до наступления истинной зари. Из-за этого Аллах субханаху ва та'аля начал эту суру с клятвы зарей. Почему? Потому что это занимает очень важное положение у мусульман. Дальше Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Ва лаялин ашр», и 10 ночами. И здесь ученые разошлись во мнениях. Кто-то из них говорил то, что это 10 дней месяца Зуль-Хиджи, первые 10 дней. Мы знаем, как пришло в хадисе, то, что эти 10 дней являются самыми лучшими. Но кто-то может сказать, здесь же 10 дней, а не 10 ночей. Но арабы, они, когда говорят ночи, подразумевается и день тоже. И наоборот, когда арабы говорят ночь, значит, когда арабы говорят день, подразумевается и ночь. Также другие ученые сказали, это 10 ночей месяца Рамазан. То есть последние 10 ночей. И если посмотреть на Рамадан, то
последние 10 ночей есть ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев, которую мы с вами уже проходили, да, и каждый мусульманин должен к этому стремиться. А если посмотреть первые 10 дней месяца Зуль-Хиджи, то там есть какой день? День Арафа, где мусульмане стоят, обращаются к Аллаху, и Аллах этих людей возвеличивает, а их врага, Иблиса, да, он унижает. Из-за этого ученые сказали, это или же первые 10 дней месяца Зуль-Хиджи, или же последние 10 ночей месяца Рамадан. Ну, и то, и другое является очень значимым для мусульман. И, иншаллах, вот буквально осталось сколько? 3,5 месяца, и, иншаллах, скоро начнется месяц Рамадан. И за это все мы должны к этому стремиться, обращаться к Аллаху, чтобы Он дал нам возможность дожить до этого времени и просить у Аллаха, чтобы мы могли поклоняться Ему. А может быть, даже Аллах кому-то пожелает и поехать на умру, да, альхамдулилля, границы открылись. И кто-то может подумать то, что нет, это невозможно, нереально. Но мы должны понять то, что Аллах, субханаху ва тааля, Он самый богатый. И Он кому пожелает, даст оттуда, откуда мы не ждем. Из-за этого каждый из нас должен обращаться к Аллаху. Дальше Аллах, субханаху ва тааля, поклялся ваш-шафхи валь-ватр, то есть четным и нечетным. И здесь тоже ученые разошлись в мнениях. Кто-то сказал то, что нечетное это день Арафа, то есть 9 Зуль-Хиджи. А четное это 10-й день Зуль-Хиджи, то есть это день жертвоприношения, курбан. Кто-то сказал то, что четное это все создания. Почему? Потому что Аллах, субханаху ва тааля, каждого из нас создал из двух, то есть из отца и матери. А то, что нечетное, это сам Аллах. Почему? Потому что пришло в хадисе, Аллах витр, Он нечетный, Он один и любит витр. Из-за этого здесь Аллах, субханаху ва тааля, тоже указывает на величие как людей, так и самого себя. Или же величие день Арафа и день жертвоприношения. Дальше Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Валлейли ида яср», и ночь, когда она движется. Здесь тоже некоторые ученые сказали то, что это ночь Муздалифа. Вот кто был, наверное, да, Муздалифа, может спросить у тех, кто был. Вот там, наверное, самый сладкий сон, который может быть вот в этом мире. Почему? Потому что люди после дня Арафа, они приходят на эту равнину, и там нету никаких, можно сказать, условий. Там не то, что 5-звездочный отель, там многозвездочный отель. Да, почему? Потому что если поднять голову, там будет очень много звезд, которые мы можем увидеть. Но, альхамдулилля, дай Аллах всем поехать туда, совершить это поклонение. И Аллах, субханаху ва тааля, Он поклялся ночью, которая движется. И вот если посмотреть на эти 5 вещей, все они подчиняются только Аллаху и больше никому. И вот здесь Аллах, субханаху ва тааля, Он возвеличил эти вещи. Для чего? Потом Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Халь фи залика касамун лизи хиджр». Есть ли в этом клятва Аллаха для обладающих разумом? То есть, альхамдулилля, Аллах, субханаху ва тааля, сделал нас разумными. Мы можем размышлять, мы можем видеть и радоваться красоте. Мы можем слышать звуки,
голоса и тем самым возвеличивать Аллаха. Почему? Потому что за счет этих творений мы познаем Аллаха Субханаху ва Тааля. Какой Он могущественный! Если выйти на улицу и посмотреть на снег, который идет, то каждая снежинка будет отличаться от другой. Это на что указывает? На могущество Аллаха. И альхамдулиллах, мы поклоняемся только Ему. Желаем, стремимся к Его довольству. И не это ли самое счастливое, не самое большое счастье для нас? Кто-то может сказать то, что я несчастный. Кто-то может сказать, я бедный. Кто-то может сказать, я больной. Но вот это все временно. Иншаллах, оно скоро пройдет. И каждый из нас вернется к Аллаху. И важно, с каким багажом, как мы вернемся к Нему, в каком состоянии. И те беды, те болезни, те проблемы, которые были, они останутся. И Аллах Субханаху ва Тааля мусульманам обещает что? Джаннат, сады, таджри мин тахтиха аль-анхар, под которыми текут реки. Из-за этого те проблемы, болезни или же невзгоды мы должны принимать, потому что Аллах Субханаху ва Тааля нас любит и желает нам только добра. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям тара кайфа фа'аля раббука би'ад». Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам через рассказы, через истории, с каким племенем, что произошло, что у них было, и как Аллах Субханаху ва Тааля их унизил. Если посмотреть на этот аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: разве не видел ты, как поступил твой Господь с адитами? То есть племя Ад, к которым приходил пророк Худ. И Рамазат иль-Аймат, Ирамом, обладателем колонн. То есть Аллах Субханаху ва Тааля их такими большими и сильными создал, так что они даже были выше племени Нух. И они были похожи на колонны, могущественные, сильные. И они делали себе дома из камней, вырезали там дома и тем самым возгордились. Почему? Потому что у них была власть, у них была сила, могущество. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля из милости своей отправил к ним пророка Худа, чтобы напомнить, куда вы идете, что вы делаете. Та власть, то могущество, которое у вас сейчас есть, и то, что вы возгордились и отвернулись от Аллаха Субханаху ва Тааля, вам ничего полезного не принесет. Одумайтесь, вы же разумные существа. Но нет, они отвернулись от пророка. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля наслал на них морозный ветер. То есть они думали, что их никто не победит.
Но мы знаем могущество Аллаха Субханаху ва Тааля, когда Он выходит, то ничего не может противостоять Ему. И вот так вот Аллах Субханаху ва Тааля уничтожил их. И для других последующих народов они стали назиданием. Гайбрат. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллати лам юхлак мифлюха фил билад». То есть этому народу не было подобных. Не было таких, как они. Но все равно Аллах Субханаху ва Тааля их уничтожил. Почему? Потому что они не подчинялись. И вот из этого мы должны понять: ни власть, ни имущество, ни сила не может никак помочь, если человек не подчиняется Аллаху, не совершает приказов. И то, что кто-то говорит, что у меня нет времени поклоняться Аллаху, у меня еще там забот. Конечно, Аллах Субханаху ва Тааля будет продолжать тебя унижать. Почему? Потому что ты вместо того, чтобы благодарить Аллаха за то, что у тебя есть, стремиться к Его довольству, мы наоборот отдаляемся, стремимся к этим мирским благам. А ведь должны мы понять, мы же разумные существа. Если человек будет стремиться к благам Аллаха Субханаху ва Тааля, к Его довольству, то те проблемы, те невзгоды, болезни Аллах Субханаху ва Тааля уберет в одно мгновение. Но нет, человек не задумывается об этом. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваthамуд аллазина джабу ссахра бильвад». И самудяне, которые пробивали скалы в долине. Это уже второе племя. Самуд. Если посмотреть на Аравийский полуостров, есть долина, Мадай Салих. То есть долина, где вот это самудяне жили. И они высекали себе дома в скалах. Эти дома все еще сохранились. И Аллах Субханаху ва Тааля дал им могущество, силу, как и адитам. И они знали, что произошло с ними. Но несмотря на это, они тоже возгордились. Они тоже забыли приказа Аллаха. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости отправляет им пророка Салиха со знамениями. Но они тоже отворачиваются. Почему? Потому что они думали, что мы могущественные и стремились к этим мирским благам. Да, их дома все еще стоят, но их уже нету. Аллах Субханаху ва Тааля их уничтожил. Как? Шумом. Шум, из-за которого люди умирали, не могли терпеть. Аллах Субханаху ва Тааля могущественный. Он возвеличивает тех, кого пожелает, и унижает тех, кого пожелает. И вот эти два племени Аллах Субханаху ва Тааля сначала возвеличил, дал им силы,
власть, могущество. Но потом их унизил. И также дальше Аллах Субханаху Тааля говорит: «Ва фир'ауна зил аутад». И с фараоном, обладателем кольев. То есть, если посмотреть на фараона, что он говорил? То, что я, ана раббукул а'ля, то, что я ваш Господь. Те реки мне подчиняются. Смотрите, какие слова он говорит. За что? За то, что Аллах Субханаху ва Тааля дал ему власть, дал ему большое войско. И он на каждого воина поставил кольца. Для чего? Если этот воин ослушается, чтобы его подвесить. Тем самым устрашал других. Но фараон тоже возгордился. И Аллах Субханаху ва Тааля его тоже, после того, как дал ему власть, возвеличил его, потом как унизил. То, что те реки, которые, он говорил, то, что они подчиняются мне, там же утопил. Из-за этого каждый из нас должен задуматься, размышлять и, конечно же, стремиться совершать больше дел, больше блага. Почему? Потому что в судный день, когда мы вернемся к Аллаху, именно за наши дела и слова мы будем отвечать. И как Абдурахман ибн Ауф сказал, когда Аллах Субханаху ва Тааля испытывал нас трудностями, мы проявляли терпение. Но когда Аллах Субханаху ва Тааля испытал нас счастьем, легкостью, мы не смогли терпеть. И на сегодняшний день мы видим, как хорошо, альхамдулилля, мы живем. У нас есть еда, которую мы можем кушать каждый день. Вода, спокойствие. Альхамдулилля. Но людям чего не хватает? Почему человек забывает благодарить Аллаха за те блага, которые у него есть? Аллах Субханаху ва Тааля для нас желает только блага, добро, но нет. Мы слишком быстро привыкаем к легкому, и потом уже не хотим напрягаться. Но нет. Чтобы попасть в рай, вечное блаженство, мы должны стараться, трудиться, стремиться. И если мы здесь и сейчас не начнем, то когда? В какое время? Когда Аллах Субханаху ва Тааля отправит к нам ангела смерти, как фараон, одумался, понял, но было уже поздно. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллази тагау фил билад, фаактару фиха аль-фасад, фасабба алейхим раббука саута азаб». То есть эти племена, Ад, Самуд, фараон, они на этой земле сколько причиняли зла.
сколько они принесли боли, страданий. Но Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? «Фасабба алейхим раббука саута азаб». То есть Аллах Субханаху ва Тааля налил на них, что азаб, наказание. То есть все эти наказания, которые мы увидели, шум, мороз или вода, Аллах Субханаху ва Тааля их наказал. Дальше Аллах говорит: «Инна раббака ламил мирсад». Поистине твой Господь в засаде. То есть Аллах Субханаху ва Тааля наблюдает за нами. Он видит, знает, что мы хотим, куда мы стремимся. И иногда бывает такое, что когда нас кто-то видит из людей, мы стесняемся совершить какой-то грех. Но когда остаемся одни, совершаем его. Почему? Потому что нас никто не видит, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля судный день унизит этого человека. То, что он стеснялся показать свой грех другим, покажет перед всеми. Неужели мы хотим этого? Из-за этого каждый из нас должен делать себе отчет, что я совершил, куда я стремлюсь, чего я желаю, и те дела, те слова, которые я делаю, ведут ли меня к моей заветной цели, или же нет, или может наоборот отдаляет от Аллаха. Из-за этого, альхамдулиллах, мы мусульмане. Альхамдулиллах, Аллах дал нам то благо, которое не дал другим. Это иман, вера, поклонение только Ему. И мы должны это ценить и обращаться, просить у Аллаха, как это делал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. «Я мукаллиб аль-кулуб, тhabбит кальби аля диник». О, переворачивайте сердца, укрепи мое сердце на твоей религии. Почему? Потому что сейчас времена легкости. На сегодняшний день мы забываем Аллаха, и человек начинает больше стремиться к мирским благам. Из-за этого постоянно мы должны обращаться к Нему, просить у Него. Почему? Потому что, когда человек поднимает руки и обращается к Нему, Аллах Субханаху ва Тааля стесняется оставить эти руки пустыми. Обращайтесь, просите и стремитесь к Его довольству. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله